Здравствуйте. Эфир главного информационного канала страны продолжит программа «Алату Лайв». С вами Мирбек Молдакунов. Кыргызстан по показателям целей устойчивого развития занял 45-е место из 166 изучаемых стран. Передовыми странами, согласно рейтингу, стали Финляндия, Швеция и Дания. Из стран-участниц ЕС за Кыргызстаном расположились Россия, 49-е место, Армения, 56-е место и Казахстан, 66-е место. Только Беларусь имеет высший уровень, 34-е место в рейтинге. А среди стран Центральной Азии Кыргызстан в лидерах. Наша страна привержена к осуществлению глобальной повестки устойчивого развития до 2030 года. Поговорить на эту тему мы пригласили в студию начальника управления стратегического развития Министерства экономического развития Аманову Айсулу Аджакматовну и первого зампредседателя Нацстаткома Керималиеву Назиру Керималиевну. Уважаемые гости, добрый день. Добро пожаловать в студию. Такая хорошая новость появилась, да, что наши показатели улучшаются и в рейтинге мы поднимаемся вверх. По каким критериям вообще оценивается вот этот СУР, так называемый, да, и где у нас идут улучшения в показателях? Ну, я вначале хотела бы поблагодарить за то, что нас пригласили. На самом деле для меня такая большая гордость, да, представить такую информацию, что Кыргызстан вошел в лидеры, да, в нашем регионе именно по достижению цели устойчивого развития. Данный индекс очень интересный, потому что он состоит из нескольких компонентов. Один из компонентов – это именно приверженность страны, насколько он пытается достигнуть цели устойчивого развития и какой он прогресс делает. И если немного говоря про методологию, да, этого показателя, он был разработан специальной независимой экспертной группой. Далее эта методология была в Колумбийском университете, как бы рецензирование прошла. То есть такое очень достаточно такое приветливое, да, щепетильное отношение к этой методологии. И как бы данный этот показатель, он используется уже с 2016 года и оценивает все страны, насколько достигает или пытается достигнуть страна цели устойчивого развития. И также вот он показывает как с политической стороны этот показатель, и со второй стороны это статистическая часть, то есть именно насколько показатели доступны, открыты, прозрачны и качественны. И как бы с нашей стороны вот мы действительно достигли хороших результатов. Это благодаря тому, что есть политическая воля страны, есть прогресс, именно достижение определенных целей, задач. Да? И этот прогресс мы видим через призму показателей цели устойчивого развития. Очень хорошо. И вот здесь такая информация имеется, что в глобальном отчете отмечено, что статистический индекс результативности Кыргызстана, да, равен 81 баллу. Да? И что это означает? Ну, для каждой страны каждый год дают оценку, да, и у нас регион, он уже за ряд лет как бы находится на самой высокой позиции, можно сказать, да. Это связано с тем, что мы даем полные данные, мы даем качественные данные, и более того, мы каждый показатель подкрепляем метаданными. То есть это такое описание методологии. И насколько мы в правильном формате предоставляем данные нашему глобальному сообществу, настолько наш как бы, индекс результативности по статистике, он меняется из года в год. Ну, к радости мы с года в год в лидерах. Очень хорошо. Айсулу Аджакматовна, вот как мы отметили в самом начале, да, то, что наша страна привержена, да, к осуществлению глобальной повестки устойчивого развития, да, до 2030 года. И вот в рамках, да, каких соглашений, в рамках каких вот этих крупных проектов, да, осуществляется оценка 17 целей устойчивого развития, так называемых? Ну, как уже Назира сказала, да, мы стали приверженными к целям устойчивого развития с участием на Генассамблее в 2015 году, в сентябре. Да? Как и все 166 стран, мы на себя взяли обязательство, что мы будем выполнять все 17 целей устойчивого развития. Как вы знаете, в рамках 17 целей, это не просто одни цели, да? Он охватывает каждая цель от 5 до 9 задач, и в целом это 169 задач. К этим 169 задачам еще
выработаны показатели, да, на глобальном уровне для измерения, насколько страны продвигаются в достижении, да, этих целевых своих показателей. Ну, Кыргызская республика с принятием целей устойчивого развития на себя, вы знаете, у нас есть национальная стратегия, да, устойчивого развития до 2040 года, есть программа развития до 2026 года. То есть эти два как бы основных документа очень хорошо коррелируют с целями устойчивого развития. Да? Если вы видели, в повестке 2030 прописано, что каждая страна через свои национальные приоритеты преломляет эти цели устойчивого развития. Соответственно, со стороны Кабинета министров разрабатываемые ежегодные планы развития, да, как раз хорошо охватывает реализацию этих взятых на себя задач. Хорошо, И давайте все-таки конкретизируем. Да? Вот, да, мы вот сказали 17 мы целей. Мы устойчивого считаем, развития, что мы достигли 45-го места. Да? То Да. есть это означает, что мы около 75% из 100 условных, да, Выполнили. мы выполняем. То есть Вот давайте выполняем, да? конкретизируем. Вот ЦУР-1, да? Что подразумевается под этим ЦУР-1 и какие показатели у нас? Здесь ЦУР-1 это направлено на преодоление бедности. Да? Мы здесь со стороны, это не только как бы обязательство, да, самого как Кабинета министров, да, или там страны, это обязательство всех, буквально всех граждан нашей страны. Это и гражданское общество выполняет, это и бизнес-структуры, да, реализовывает и вносят свой вклад в достижение этих целей. Хорошо, Это... вот ЦУР-1 это искоренение бедности. Да. Да. У нас бедность сокращается, за чертой бедности сколько человек у нас проживает? Можно я отвечу? Да. Да, на самом деле вот это глобальная повестка, да, и в рамках именно ЦУР-1 мы отслеживаем показатели бедности. И вот надо отметить, что Кыргызская республика как раз-таки, Кыргызской республике удалось преодолеть международную черту бедности, да, еще в 2019 году на самом деле, да. Ну, конечно, там ковид свои корректировал, но тем не менее мы уже достигли отметки 0. То есть нету вот у нас людей, которые живут за международной чертой бедности. Это достаточно хорошее достижение, потому что это международно сопоставимый показатель, и вот можно увидеть, насколько страна достигает этого. Вот у меня есть такая информация, что так по ЦУР-1 Кыргызская республика вплотную подошла к искоренению крайней бедности, как вы сказали, да, но в настоящее время за чертой крайней бедности проживает около 35 тысяч человек, а уровень крайней бедности в 2021 году составил 6%. Да. То есть не 0, да? Нет, есть несколько методик расчета бедности, я хотела бы отметить. То, что когда мы говорим про 0, это мы говорим именно про международную бедность, то есть, соответственно, с международным уровнем бедности, то есть там немножко методология другая, черта бедности другая. Когда мы говорим про крайнюю бедность, это наши национальные показатели, это когда страна на уровне своих документов, нормативно-правовых актов определяет, какая должна быть черта бедности, методика расчета черты бедности. Поэтому это все-таки крайняя бедность, и то, что вы говорите, 35 тысяч, это наш национальный показатель. И только сама страна говорит, вот у нас черта бедности будет такая, вот так мы будем вести там расчеты. Да? А то, что глобально, это нам спускать, как мы должны вести расчеты. Вот тут говорится, что доля населения, проживающего за международной чертой бедности с доходом ниже $2 США в день, по паритету покупательной способности, да, крайне незначительная, 0,08% в 2021 году. Получается, у нас показатели улучшились, доходы населения повышаются? Ну, на самом деле, я хотела отметить, как я уже сказала, международную черту бедности мы еще в 2019 году преодолели, крайнюю бедность мы тоже преодолели в 2019 году, она была у нас много ниже, но вот в связи с ковид, да, у нас в 2021 году
был рост. Показатель, Да, да, но это вырос. связано с ковид. Я думаю, что сейчас вот все-таки мы, как и все страны мира, возвращаемся, да, вот более-менее стабильную ситуацию, надеюсь, да, и показатели улучшатся. Но, тем не менее, если сравнивать с другими странами, конечно, 6 это очень достаточно хорошие. Можно сказать, низкий процент. Да, низкий процент. Очень хорошо. Давайте коснемся от СУР-3, да? Отмечается, что в сравнении с 2013 годом, в прошлом году показатель детской смертности снизился на 27,9%, да? В том числе младенческая на 25%, да? Да, ну здесь, конечно, я тоже могу отметить, да, когда мы смотрим на такие показатели, мы должны смотреть вкупе. И когда мы смотрим ЦУР-3, он идет и включает в себя такой показатель, как охват дородовым, послеродовым уходом, да, опять роды, принятые квалифицированными специалистами, да, и улучшение этих показателей как раз-таки связано непосредственно вот с другими показателями, да, то есть сейчас качество обслуживания вот женщин до, после родов улучшилось, и, соответственно, эти показатели тоже улучшаются. То есть, ну, как бы можно сказать, что да, у нас, я вот тоже делала такой сопоставимый анализ, идет хорошее снижение за вот, снижение детской смертности. Да, за последние 10 лет у нас вот такой прям спад. Очень хорошо. Это не просто же такой отдельный, вот мы детскую смертность, да? Это и питание матери и ребенка. Это и доступ к каким-то инфраструктурным, да, вещам. Это доступ к больнице, да, насколько близко расположены те или иные социальные инфраструктуры, как для ребенка, так и для матери. Да. То есть это очень многокомпонентный показатель. Его невозможно вот, только на уровне там, вторичного там, здравоохранения, да, мерить. Вот ребенок умер, все, да, это вот нам минус. Это почему умер? То есть там надо как бы смотреть, да, смертность повышается, снижается. Конечно, COVID намного, да, нам многие показатели по целям устойчивого развития подпортили, но это касается не только Кыргызстана, это во всем мире, да, это миру, наверное, наблюдалось. Но благодаря тем усилиям, как со стороны правительства, так и со стороны международных наших партнеров, да, сейчас именно надо сказать, что в социальном блоке многие показатели как бы быстрее, да, восстановились и быстрее уже как бы показывают положительный рост в этом направлении. Поэтому, конечно, какие-то показатели у нас требуют больше, да, внимания и как бы его сопровождения как со стороны самих, да, систем, социальных систем, да, ну и со стороны самих граждан. Вот вы затронули эту тему, и вот как раз таки, вот какие вот именно показатели требуют внимания? Где у нас упущение, можно сказать? Ну, как я уже сказала, вот COVID очень много, да, нам повысил и смертность рожениц, и детской там инвалидности, да, и смертности. Но благодаря тому, что сейчас очень предпринимаются большие усилия в доступе к стационару, к доступе к лекарственным средствам, да, вот это хаотичное даже проведение каких-то реформ, да, именно на уровне органов местного самоуправления повлияло, да, на те или иные показатели по достижению цели устойчивого развития. Хорошо, давайте коснемся ЦУР-4. Это количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации. Здесь тоже показатели улучшились, да? Да. Можете рассказать поподробнее? Да, конечно. На самом деле вот показатель охвата дошкольным образованием у нас очень хорошо повысили за 10 лет последние, да, у нас почти 10% было, сейчас почти 86%. Это очень хорошо, потому что это дает дополнительные возможности женщинам, да, работать, реализовывать себя, и, конечно, тогда мы уже решаем вопрос гендерного равенства, да, в свою очередь. И, конечно, развитие детей в будущем влияет на наше вообще экономическое развитие в целом, да.
То есть этот показатель на самом деле увеличился. И опять же я скажу, что ни один показатель сам по себе не существует. Его надо смотреть с таким показателем, да, как увеличение числа дошкольных учреждений, да, других там, допустим, потому что сейчас дают очень много возможностей открывать там садики, да, там такие небольшие, да. То есть это, конечно, влияет на этот показатель. Вот перед началом программы вы сказали, что да, доступ повышается, да, к начальному образованию, но само качество образования вызывает вопросов очень много. Ну, здесь тоже такой очень интересный момент, потому что у нас, вот, в отличие от некоторых стран, конечно, да, у нас есть полностью такой хороший доступ. То есть, в принципе, все регионы охвачены школой, да, есть школьные места, да, и у ребенка есть, потому что у нас образование бесплатное. Вы знаете, есть страны, где это платно, и там ребенок рождается, родители начинают копить, да, можно сказать, да. А у нас бесплатно, полностью государство как бы поддерживает именно сектор образования. И надо сказать, что показатели улучшаются, конечно же. У нас, вот по нашим данным, почти все население хотя бы умеет читать, писать, там, да, вот. Это очень хорошо, но вопрос такой еще, есть международные стандарты, когда мы сопоставляем, и есть вопрос качества образования. И у нас вот на самом деле показатели качества, там, навыки счета, навыки чтения чуть хуже, и, конечно, это связано, насколько вот ребенок осваивает, да, но это не только к школе, да, это еще вопрос, как после школы родители занимаются, да, поэтому у нас по вот этим показателям чуть отставание идет. Потому что вот мы проводим специальное обследование, мы его называем кластерное обследование по многим показателям, и вот когда мы начинаем проверять детей, они не совсем обладают всеми навыками. Понятно. Такой сигнальчик, да, в Минобразование, да? И вот давайте... Минобразование очень хорошо в этом направлении ведет, у них политика в этом направлении, вы знаете, уже последние 5-6 лет именно к качеству образования обращается очень большое внимание, и к доступу детей к образованию, да, благодаря усилиям Министерства образования сейчас предшкольной подготовкой выше 120%, да, детей охвачены именно предшкольной подготовкой. И в регионах. И в регионах. Это как бы по всей стране, по да? всей стране показатели, да. 420 часов обучения это обязательные, да? Очень хорошо. Давайте коснемся ЦУР-5, это гендерное равенство, да? У нас какие показатели по гендерному равенству? Вроде каждый год эта тема поднимается, у нас и в правительстве, да, в разных госструктурах представлены. Ну, если смотреть на парламент, да, благодаря квотированию женского пола у нас порядка 12% депутатов это женщины. Да? А в части государственного управления, как показывает, уже там тоже количество женщин, представителей там, в министерствах, в ведомствах, да, именно руководящего состава, да, увеличивается. Вот, можно сказать, Назира, да, Национальном статистическом комитете, вот представители женского пола балансируют мужское руководящее, да, Да, но у нас еще есть законы, да, вот вы знаете, которые полностью поддерживают, да, вот женщин, да, у нас и Конституция, конечно, за равный доступ, да, мужчин и женщин, то есть, поэтому можно сказать, что в этом плане у нас есть прогресс, но, конечно, надо работать, потому что есть показатели, которые мы не можем на сегодняшний день там отследить, да, там именно по отношению к насилию, да, вот есть, конечно, для этого нужно специальное отдельное обследование, и эти показатели считаются самыми чувствительными, потому что не каждая женщина готова отвечать на такие вопросы, поэтому... Очень хорошо. Айсулу Джамакматовна, давайте коснемся ЦУР-8, по-моему, это ваша тема. Скорректированный рост ВВП составил 3,6%. И вообще тема безработицы у нас какая на сегодня? Ну, это ЦУР-8?
Да, это если не ЦУР-8, ошибаюсь. это Да. создание условий, да, для занятости, это обеспечение экономического роста. Да, наш экономический рост показывает очень хорошие показатели, да, складываются последние 2-3 года. Мы как бы смотрим постковидное, да, если время. Конечно, ковид в части экономического развития, он очень, да, сильно повлиял на наши экономические показатели. Если посмотреть 20-21 года, он как бы не очень, да, положительные были. Но благодаря принятым мерам со стороны Кабинета министров, со стороны создания условий для бизнеса, да, сейчас вот, если в прошлом году мы 7% рост, то в этом году как бы ожидаем тоже порядка 4-4,5, да, к концу В прединтервью года. вы сказали, Да, что но, все-таки в этом ЦУР имеются вопросы, да? То есть да, прям ну, такого роста вопросы, нет это, ожидаемого, но, конечно, тем не создание менее. новых рабочих мест. Но рабочие места, они создаются, но, как показывает практика, да, это через год, через полтора эти рабочие места обратно закрываются и создаются опять новые, да, рабочие места. Нам сейчас надо больше как бы внимания тоже уделять, чтобы удерживать эти рабочие места. Эти рабочие места, чтобы были они устойчивыми и удовлетворяли тем ожиданиям, да, потребностям занятых людей. Это и заработная плата, это и благоприятные, да, условия на рабочем месте, это и социальный пакет, да, создания для как бы комфортной работы человеку. Если человеку некомфортно, его ничего не удерживает, да, он начинает либо мигрировать, либо искать новые рабочие места, где будет. Ну, в последние годы, да, удовлетворяться, активно повышаются Да. заработные платы, да. Была информация, что среди стран ЕАЭС, Кыргызстан в лидерах, да, тоже по повышению заработной платы, да. Ну, вы знаете, в прошлом году было, Работникам да, работникам государственных органов, органам местного самоуправления, да, повышенные заработные платы. Были предусмотрены новые выплаты, да, для ухаживающими За детьми, да, за с детьми, да, с ограниченными ограниченными возможностями. возможностями, да. Ага. Пособия, да, были повышены, то есть вот это все как бы повлияло на повышение заработной платы. Очень да. хорошо. А вот у нас в стране активно идет борьба с коррупцией. Вот это направление входит в какой-то из ЦУРов? Можете рассказать? Да, это ЦУР-16. Показатели да, улучшились? ЦУР-16. ЦУР-16, да? Да, как раз это по безопасности, по госуправлению, да, и доступу услугам, государственным услугам. Да, конечно, показатели у нас улучшаются. Как вы знаете, после 2020 года очень активно идет борьба с проявлениями, да, в части теневой экономики, в части вот коррупционных проявлений. Он дает как бы свой результат. Он, конечно, не напрямую, он будет влиять через вот экономический Косвенно. рост. Нет, это все как бы вкупе, они все, каждый показатель мы не можем в отдельности рассматривать. Это если у нас есть экономический рост, значит, соответственно, те, которые Искореняется коррупция. Да, искореняется коррупция, Теневая повышает, экономика, да, теневая выходит экономика выходит в реальную на, экономику. да, вливается в наш экономический рост, да, то есть все взаимосвязано в нашей жизни, да. Конечно, Любое конечно.
Да, и особенно в целях устойчивого развития, потому что вот, ну, просто такая дополнительная информация, да, для вас, то, что цели устойчивого развития, они вот, одна цель, она не существует сама по себе. То есть мы ее никогда не делим, потому что даже если смотреть СУР-1, то он охватывает, допустим, социальный блок, экономический блок, экологический еще блок. Это только вот СУР-1. И они все как бы между собой объединены, и вот, грубо говоря, можно там разделить их на 5 P, мы, да, их называем 5 P, это экономическое, социальное развитие, экологическое развитие, получается, ну, то есть поддержка окружающей среды, и помимо этого эффективное управление и партнерство. То есть вот это все вкупе мы называем целью устойчивого развития, к которому стремятся все страны мира. Очень хорошо. Вот у нас в стране большое внимание, да, начали уделять экологическим проблемам. Вот полиэтиленовые пакеты запретили. И это только начало, да? Да, конечно. К сожалению, наша программа заканчивается. Тема очень интересная, могли бы обсуждать долго и долго. Но, к сожалению, приходится попрощаться с вами. Выражаю вам огромную благодарность за то, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо вам огромное. Спасибо, что пригласили. Уважаемые телезрители, я напомню, что Кыргызстан по показателям целей устойчивого развития занял 45-е место из 166 изучаемых стран. Передовыми странами, согласно рейтингу, стали Финляндия, Швеция и Дания. Из стран-участниц ЕС за Кыргызстаном расположились Россия, 49-е место, Армения, 56-е место и Казахстан, 66-е место. Только Беларусь имеет высший уровень, 34-е место в рейтинге. А среди стран Центральной Азии Кыргызстан в лидерах. Наша страна привержена к осуществлению глобальной повестки устойчивого развития до 2023 года, и достигнутый результат подтверждает твердое намерение в достижении поставленных целей. Всего вам самого доброго, до новых встреч в эфире.